Этот маленький человечек появился на свет 7-месячным. Как оказалось, у матери поднялось давление, пришлось экстренно кесарить. При рождении мальчик весил всего 400 кг. За столь короткое время Абу-Бакр смог набрать 200 грамм. Сейчас малыш находится в палате интенсивной терапии под присмотром врачей. Здесь для детей есть все необходимое. Термокроватки с подогревом, кувезы также оснащены всем необходимым для того, чтобы груднички могли чувствовать себя максимально комфортно. По словам матери ребенка, состояние у него стабильное. И все это благодаря профессионализму врачей, отмечает Зайнаб Заурова. Динамика хорошая, он идет на поправку у нас. Вот, вес мы набираем, уход очень хороший, соответственно, все препараты, которые мы должны принимать, на данный момент все получили для работы дыхательной системы, для желудочно-кишечного тракта. Поэтому вес у нас набирается, как положено. А это палата интенсивной терапии для будущих и уже состоявшихся мамочек. Здесь женщин готовят к операции, а те, у кого были сложные роды, размещают здесь же. Всего в палате 6 коек, оснащенных всем необходимым. На этих мониторах можно увидеть давление и общее состояние пациентки. Здесь мы готовим женщин, предоперационная подготовка. Все необходимое для этого, вот вы видите, возле каждой кровати у нас мониторы, дозаторы, и вентиляция, для искусственной вентиляции легких аппарат, и для назальной вентиляции, подачи кислорода тоже находится аппарат Боброва. Вот. Здесь эти женщины готовятся и переводятся в операционную. После операции кесарево сечения эти женщин обратно возвращаем сюда, где пребывают они здесь около 6 часов. Как только движение в ногах восстанавливается, у нас метод анестезии регионарная, вот, мы их переводим на 3-й этаж к деткам своим, ну и в послеродовое отделение. Лемка Плиева 3 дня назад родила мальчика. Роды были очень сложными, поэтому врачами было принято решение положить ее в палату интенсивной терапии. Своего малыша она еще не видела, но высоко оценивает работу специалистов центра. В целом условия в перинатальном центре очень удовлетворяют. Шикарное оборудование, хорошее обслуживание, да. И хочется отметить работу некоторых врачей, очень внимательны, профессиональны. И вот сегодня состоялась долгожданная встреча мамы и ребенка. Наконец-то Лемке разрешили увидеться со своим малышом. Ну что, нравится? Нравится. Оно того стоило? Стоило. Следует отметить, что в перинатальном центре есть индивидуальные родильные залы. Помимо этого, здесь же рядом в предродовой палате созданы все условия для родственников будущей мамы, которые тоже могут присутствовать на родах. Сам же родовой зал, где оказывает высококвалифицированную помощь как матери, так и ребенку, полностью оснащен современным оборудованием. Здесь имеются все условия для оказания первичной реанимационной помощи, как для новорожденного, аппаратура специальная находится, так и для матери. Панель, аппарат, все необходимое. Здесь проводится, я должна отметить, что очень тщательно соблюдаются правила санитарно-эпидемиологического наставления, которые необходимы для того, чтобы проводить профилактику гнойно-цистических заболеваний как у ребенка, так и у матери. После того, как женщина родит, пролежит она здесь 2 часа. После перевода ее в послеродовую палату этот зал индивидуально обрабатывается полностью по типу заключительной обработки, уборки. Мариэта Шадыжева отмечает, что новогодние выходные прошли спокойно и без казусов. На свет в эти дни появилось 130 детей. Как мамочки, так и их малыши чувствуют себя хорошо. У нас интересный случай. Раскладка такая. 65 девочек, 65 мальчиков родилось. Дети чувствуют себя нормально. В реанимацию у нас немного детей поступило за эти праздничные дни. Так что, в общем-то, работали, что называется, с большой нагрузкой. Как показывает статистика, из года в год рождаемость в Ингушетии только растет. Если раньше на свет появлялись в основном девочки, то сейчас показатели уравнялись. И, как отмечают врачи перинатального центра, эти цифры со временем будут только расти. Светлана Томова, Магомед Дидигов, Новости 24.